И страшно от того, что вот эти люди в поисках помощи, они не знают никуда обратиться. Началось с того, что когда я развелась со своим собственным мужем, я с ним развелась, потому что он как раз начал меня бить, я искала ответ на вопрос, что же я сделала не так. Я полезла в науку, я полезла в разные кризисные центры как волонтер. Я стала писать на эту тему, я стала изучать эту тему. И постепенно набиралось все больше и больше и больше информации. Мы завели страницы в соцсетях, о нас начали узнавать, нас начали рассказывать, и к нам посыпались люди. Они начали приходить, это первый пик был очень страшный. Осенью на нас посыпались люди со странными идеями. Например, была барышня, которая сказала: вот мой сосед, я с ним столкнулась в подъезде, и он явно пытался совершить со мной харассмент у мусоропровода. У нас словосочетание «харассмент у мусоропровода», оно вот въелось просто в память, это потому что был шедевр. Была барышня, которая сказала, что она герцогиня талибов. И ей во все розетки в квартире вмонтировали камеры талибы. И тоже мы должны ее срочно спасти. У нас единица измерения неадеквата после общения с ней, это было надолго. Это 1 ГТ. 1 ГТ, она герцогиня талибов. Сразу после пандемии у нас случилось такое прекрасное событие, как наконец-то нас зарегистрировал Минюст. И мы стали прям настоящий фонд. Теперь еще меньше свободного времени, потому что теперь, кроме всего этого, мы должны кучу отчетов государству, еще платим налоги. А налоги – это очень грустная история. У нас люди, которые получают зарплату, они получают белую зарплату. С этой белой зарплатой примерно 46% и в дополнение – это налоги. Пандемия на нас обрушилась в тот самый момент, когда у нас не было денег, не было уверенности в себе. Мы потихоньку думали, что, может, мы не тянем всего этого. Давайте сделаем паузу, потом переоткроемся. Но тут выяснилось, что кроме нас никто в Питере не работает, а у нас люди, им некуда идти. И вот я собрала к себе в шелтер 6 девушек. И, честно, прожила с ними с марта по летом, в общем, уже все разъехались, все птенцы разлетелись. Это было весело. Это было странно и страшно. Но это был такой опыт, который нам показал, что мы действительно нужны, что мы не имеем права сдаваться. У нас есть уже 1 квартира, в которой просто девочки. Здесь будут девочки с детьми. И для мальчиков пока у нас, к сожалению, квартиры нет. Но было бы хорошо, чтобы когда-нибудь она тоже появилась. То есть, да, планы у нас глобальные, но идем маленькими шажочками. Сейчас уходит очень много на ремонт. То есть мы уже сюда вложили, наверное, около 100 тысяч. И очень много усилий, вложили. Это еще, не считая того, что нам работа бесплатна пока что была. На содержание, смотрите, то есть это оплата коммуналки, еда для девочек. То есть в любом случае мы же кормим их, вначале, по крайней мере, поддерживаем. Бывает даже, что из собственного кармана приходится оплатить такси кому-то, еще что-то. Потому что это быстрее, проще, и когда нужна срочность. Правила очень простые, то есть можно здесь находиться, можно здесь проживать, нельзя, естественно, алкоголь, нельзя курить, шуметь нельзя, просто соблюдать правила приличия, то есть как в любой, на самом деле, нормальной семье, квартире и так далее.
ключи только у нас, потому что мы не выдаем ключи, но это все-таки нельзя рассказывать об этом месте, то есть нельзя адрес его называть, да, открывать, потому что таким образом можно подставить девочек всех. В комендантский час понятно, что там приходить в приличное время, там до 10 вечера, потому что потом дверь будет закрыта. Но это тоже все естественно, если там какие-то экстренные случаи, ситуации, понятно, что это все двигается, варьируется и так далее. В основном, да, обычные такие, как общежитие, наверное, условия. Вообще подписывается договор, да, на определенное сопровождение, то есть в течение какого времени мы сопровождаем человека, а дальше человек уже должен найти себе работу, жилье как-то постепенно. То есть мы же не просто человека выдергиваем из его экстренной ситуации, мы стараемся ему еще дать возможность дальше жить. Есть разница между помощью и спасательством. Мы не можем никого спасти. В первую очередь ответственность за свою жизнь, она лежит на том человеке, который эту жизнь живет, даже если это человек жертва. Мы можем помочь, но мы не можем никого вытащить насильно. Мы не можем заставить человека жить